Ничего, не нажимай стоп, потом пей. Привет, друзья! У нас сегодня интересная встреча. Нам удалось повстречаться с нашей чемпионкой по дзюдо Мадиной Таймазовой. Мадина, привет! Наверное, тебя уже многие наши питерские астины знают. Ты, я так понимаю, не в первый раз в Петербурге. Расскажи, пожалуйста, зачем прилетела в Петербург? Всем привет, всем землякам, родным. Прилетела я буквально на несколько дней сдать УМО, это медицинское обследование углубленное, и также заскочить в свой клуб «Турбостроитель» и в ЦСКА, филиал ЦСКА, СК. Спасибо. Я помню, Мадина, мы с тобой познакомились в 2018 году. Тогда в Петербурге проходил первенство Европы по дзюдо среди юниоров, да? Вас тогда приехало в составе 9 человек, и ты взяла первое место. Да. Расскажи, пожалуйста, что поменялось с тех пор? Может быть, у тебя поменялся тренер, может быть, там произошли изменения в учебе, там глобально что изменилось еще? Перешла на другой курс, там, не знаю. Я помню эту встречу, мне было безумно приятно, что земляки мои, все осетины собрались поддержать меня. С тех пор у меня поменялось в спорте много чего, я перешла во взрослую команду, на тот момент я была в юниорской команде. Также учеба, я уже на 4 курсе, на тот момент я, кажется, только оканчивала школу. Я стала ездить со взрослыми, уже серьезно претендую на участие в Олимпийских играх. Также зарекомендовала себя во взрослой команде. Уже, не побоюсь этого слова, являюсь первым номером в своей весовой категории. Кстати, весовая категория у меня не поменялась. Молодец. Мадина, в нашей переписке, там предварительно мы с тобой общались, ты не писала, что ты еще в 15 лет стала мастером спорта по дзюдо. Расскажи, пожалуйста, что нужно достичь, чтобы стать мастером спорта, и насколько это трудно. Бывали такие люди, которые стали мастером спорта в 20 там, или 25 лет. Почему у тебя получилось в таком раннем возрасте стать мастером спорта? Потому что я сразу же в первый год по юношам попала в состав сборной России по дзюдо и выступала на международных соревнованиях. У нас мастер спорта присуждается за любое призовое место на чемпионате мира по юношам. Спасибо, Мадина. Мы подготовили несколько вопросов для нашего интервью, и давайте продолжим. Раз. Так, мы там на чем остановились? Мы подготовили вопросы. Что, снимаю? Да, снимаю, да. Мадина, как я уже говорил, ты в Петербурге не первый раз. Какие-то, может быть, места есть, которые любишь посещать, заведения? Подскажи, пожалуйста, не успел сделать экскурсию или как бы тебе это не интересно, только спорт занимаешься? Если честно, когда я бываю в Питере, у меня катастрофически мало времени бывает. Самое главное, наверное, здание или достопримечательное, где я бываю, это аэропорт Пулково. Но потом я, конечно, посещаю свой клуб «Турбостроитель». И стараюсь так по улицам хотя бы походить, когда из одного места в другое перемещаюсь, стараюсь так чисто визуально. Позавчера ходили с ребятами на елку, да? Познакомилась с ребятами нашими? Да, я хотя бы со стороны увидела Эрмитаж, так я его видела там только через вот этот водоем, можно сказать. Кстати, я там тоже не была в Эрмитаже. Знаю, что это здание является визитной карточкой Санкт-Петербурга. Мне бы очень хотелось побывать внутри, но у меня пока времени не бывает. Так мне очень интересно, конечно. Я знаю, что Питер — это очень старый город, очень интересный, и хотелось бы побольше достопримечательностей посмотреть. Я думаю, то, что ты не была в Эрмитаже, это не беда, это можно будет скоро легко исправить. Расскажи, пожалуйста, ты буквально завтра улетаешь опять куда-то в другую страну? Куда будет? Да, в Израиль. Подсказывает, что там будет происходить? Я улетаю завтра в Израиль, там будет гран-при, это соревнования международного уровня, которые влияют на рейтинг олимпийский. То есть я участвую на этих соревнованиях, набираю баллы и попадаю потом по этому рейтингу на Олимпийские игры. Хорошо, если наступил 2020 год, да? Какие-то планы себе поставил уже, какой у тебя основной будет старт в 2020 году, и, может быть, одновременно ты подведешь итоги, какое самое запоминающееся будет событие в 2019 году, может, какая-то твоя победа интересная была, запоминающаяся, может быть, там как-то было по-особенному все, если какие-то такие моменты есть, поделись, пожалуйста. В 2020 году, конечно же, главной целью являются Олимпийские игры, куда я буду сейчас упорно стараться, уже даже попадаю, и упорно готовиться, и буду стараться их, конечно, выиграть. А в ушедшем 2019 году я бы хотела сейчас подвести итоги, но
Наверное, таких прям главных и не главных соревнований у меня никогда не бывает. Все соревнования для меня одинаково важны, и каждый поединок, каждая схватка, они всегда для меня важны. Но если смотреть с другой стороны, я уже вышла на другой уровень, на взрослый. Участвовала во взрослом чемпионате мира, заняла 3-е место. И, конечно, это уже другого уровня результат по сравнению с юношеским, юниорским, молодежным. Расскажи, пожалуйста, вот что способствовало твоему приходу в спорт, именно в дзюдо, почему выбрал именно этот спорт? Может, там кто-то тебе помог или подсказал, или направил к своему тренеру, там, посоветовал? Ну, это очень интересная история. Я с самого детства отличалась с физическими качествами своими, и мой отец своим профессиональным взглядом это с самого детства заметил. У меня отец тоже тренер по вольной борьбе, и с самого детства он меня настраивал на спорт, он мне говорил, обещал, и вот в один день я его спросила, говорю: папа, вот ты мне обещаешь, а когда я уже пойду на это дзюдо? И он мне сказал: вот сегодня, говорит, можешь идти. Он даже так спонтанно мне сказал: иди, говорит, почему ты, чего ты ждешь? Я после школы собрала свои вещи, спортивный костюм и пошла на тренировки. Нашла там по расспросам, еле-еле нашла этот зал. А папа уже и забыл, что он меня сам отправил. Меня дома долго искали, все уже думали, все, ребенок потерялся. У меня 3 часа не было после школы. У мамы паника была. Потом я прихожу домой и напоминаю отцу о том, что он меня сам сегодня отпустил. Они меня уже настраивались на то, чтобы меня поругать. Вот такая интересная история с моего детства. Мадина, расскажи, пожалуйста, о своей семье. Я знаю, у тебя сестра есть в Москве. Братья и сестры есть, мама, папа, расскажи, пожалуйста, о них тоже, я думаю, будет интересно нам. Да, у меня сестра учится в Москве, она офтальмолог, она закончила нашу Северо-Осетинскую академию медицинскую, потом поступила на ординатуру в Москве, учится. Она очень, я думаю, она очень хорошим специалистом будет. Уже есть предпосылки на это, она очень хорошо разбирается в своей профессии. Я ей желаю удачи в своем ремесле. Папа, мама чем занимаются? Папа по вольной борьбе тренер, да? А мама? Да, у меня родители педагоги, можно сказать, мама учительница, в связи с чем мне и приходилось учиться тоже хорошо, чтобы ее самооценку тоже не принижать. Школу я закончила на золотую медаль, благодаря труду своей матери. Она очень строго относилась к учебе. Она могла даже сказать мне в один день: если ты не будешь получать 5, если ты будешь плохо учиться, если не сдашь экзамены, я повешу твои кимоно на гвоздь, и больше они тебе не пригодятся. Еще интересно узнать, в каком вузе учишься и насколько тебе легко или там трудно совмещать учебу и спорт, тренировки. Я учусь параллельно на 2 факультетах в нашем государственном университете СОГУ. Учебу и спорт я благодаря также, уточню, своей маме, научилась совмещать с самого детства. Как она мне сейчас напоминает, иногда я приходила уставшая, просто умотанная в хлам домой и просто ложилась на пол и свои тетрадки открывала, и так вот ей засыпаю, делала уроки. Также сейчас у меня иногда бывают такие моменты, то, что я забираю свои задания, там материал, который надо будет сдавать и учить, забираю на сборы, и в свободное время, полностью все свое свободное время я уделяю учебе. Ну, наверняка твои преподаватели знают, чем ты занимаешься, да? Может, какие-то делать тебе поблажки, иногда снисхождения, или так же строго относятся как ко всем, скажи. Ну, так как я учусь на факультете физвоспитания, там мне делают иногда снисхождение, потому что они понимают то, что я в своем ремесле, я наглядно вижу тренерскую работу, тоже преподавательскую, и получаю опыт от этого, практику, опыт. А вот на юридическом факультете у меня таких снисхождений вообще не бывает. Я наряду со всеми студентами сдаю всегда на одинаковых условиях. Да. Любой, кто услышит твою фамилию, в голове крутится такой вопрос, наверное, самый популярный вопрос к тебе со стороны всех. Вы близкие родственники с нашим 3-кратным олимпийским чемпионом Артуром Таймазовым, и вообще как в отношениях, дружите, не дружите?
Да, он является моим братом, и мы очень близко дружим. Он меня всегда поздравляет, тоже желает удачи, помогает мне во всем, и финансово иногда помогает, и морально очень настраивает какие-то наставления мне дает. Все-таки он этот путь уже прошел, он 4 олимпийских сезона отработал, можно сказать, и он в своем деле, мне кажется, для меня идеал, пример с самого детства, мой кумир, и, как сказать, можно сказать, даже он мне являлся всегда толчком каким, ну вот своеобразным толчком. Я всегда стремилась тоже к своим старшим братьям подойти хоть как-то к их регалиям и их результатам. Ну, я думаю, что Артур Таймазов уважает весь мир, вся республика, и, может быть, мы будем надеяться, верить в то, что ты его догонишь, может, даже перегонишь. Желаем тебе успехов. Расскажи, пожалуйста, где тренируешься, в каком клубе и под чьим руководством? Моим первым и на данный момент действующим тренером является Джоев Павел Федорович. Он с села Сунжи, где я и начинала свой спортивный путь. А вторым тренером и, можно сказать, вторым моим зачетом является Санкт-Петербург. Тренируюсь я у Михаила Анатольевича Рахлина в клубе «Турбостроитель». Чуть-чуть пропиарю наш клуб. Он является родным клубом нашего президента, всем известного, Владимира Владимировича Путина, а также его родной зал. На данный момент мой второй тренер является сыном тренера Владимира Владимировича. Ну, наверное, такая атмосфера чемпионская, да, высшая, президентская, да. Там президент, наверное, появляется тоже, приходит в гости, да, иногда? Да, он часто появляется в этом клубе, он помогает, всячески развивает. Ну, он вообще в целом очень сильно поддерживает дзюдо в стране. Подскажи, вот сейчас везде во всем мире успешно и большими темпами развивается ММА, такие смешанные единоборства, там крутятся большие деньги, большие звезды. Вот не считаешь ли немножко несправедливым, что там все звезды там, весь информационный повод, вся реклама там, а в дзюдо немножко как бы вниманием обделено. И как думаешь, может быть, пройдет пару лет и это все спадет, и как бы в дзюдо как классический вид спорта, как дзюдо, карате, плавание, бокс, истинные давние виды спорта олимпийские, вернется обратно, ну, как бы на свою популярность, на свой прежний уровень. Как думаешь? Я думаю, что вот именно вот эту ситуацию можно рассматривать даже как одежду. Выходят какие-то трендовые вещи, и бывают, которые постоянные классические вещи. Точно так же и в спорте. Это сейчас популярно, а дзюдо, как было и век назад, 2 века назад, так и сейчас очень популярно. Я не скажу, что в нашей стране прям вот занимают первые места по популярности этот вид спорта, но у нас даже в стране он уже очень сильно развивается, очень большими темпами и набирает большую популярность. А за границей я вообще даже не комментирую это, потому что очень много стран бывает участников и на чемпионате мира, и на Олимпийских играх. Очень большая конкуренция, во-первых. А во-вторых, мне кажется, дзюдо никогда не выйдет из моды, что чревато для таких видов спорта, как бои без правил, ММА, UFC. И так далее. Вот подскажи, вот в дзюдо какая средняя продолжительность карьеры, там, во сколько человек обычно может заканчивать, в 30-35 лет, или такого нет как бы показателя, все по-разному, как чувствуют себя? Ну, есть, конечно, глобальные показатели, но они отдельны для девочек и для мальчиков. Глобальные я в каком смысле имею в виду? Допустим, у нас есть девушка, даже женщина, можно ее назвать, которая уже 40 лет, но она еще до сих пор борется. Но, естественно, понятно то, что это единичные случаи. А так, средняя продолжительность карьеры – это до 28 лет, максимум для девушки. А для мальчиков есть даже и люди, которые в 30 лет, в 33 выигрывают Олимпийские игры и чувствуют себя великолепно и могут даже продолжать свою карьеру дальше. Ты наверняка тоже задумывался о том, чем будешь заниматься после завершения своей карьеры спортивной, чем будешь зарабатывать на жизнь, поделись, пожалуйста, тоже. Если честно, я пока так глобально не думала об этом, потому что у меня мой
путь только начинается, и я еще, можно сказать, в юном возрасте, в молодом для спорта. Но так я задумывалась о своей карьере по профессии юриспруденции. А также я задумывалась о семейной жизни, конечно же, потому что я девушка ирончажка в первую очередь. А так бы хотелось работать по профессии, но уже после спорта, конечно, если добиться максимальных результатов, я уже во что-то грандиозное и огромное ввязываться бы не хотела. Хочется какую-то спокойную, тихую жизнь, обеспеченную. А так тренером, может быть, не думала встать, воспитывать молодежь? Я как-то пробовала так помогать чуть-чуть своему тренеру в свободное время, но я так чувствую, что это не мое. Да, потому что я доступно объясняю, я нахожу общий язык с детьми, но для меня это очень ювелирная работа. Я думаю, что мой тренер с этим справится пока что лучше. И тренера, которые именно вот свою жизнь видят вот в этой профессии. А я себя как-то чувствую больше спортсменом, больше научилась контролировать себя, воспитывать себя, нежели других. То есть редко, когда... бывают, конечно, случаи, я не говорю, что вообще не бывает, но хороший спортсмен, это не означает, что хороший тренер. А вот такой резонансный вопрос, если позволишь, вот много ходит слухов. Как ты считаешь, как спортсмен, стоит или не стоит российским спортсменам ехать под нейтральным флагом? Твое мнение? Это даже, я думаю, безоговорочно. Нужно ехать хоть под нейтральным, хоть под, конечно, да, флагом, потому что мы спортсмены, мы ради этого ставим на кон все. Наше свободное время, нашу жизнь, наше здоровье в первую очередь. И потом отказываться из-за каких-то политических недопониманий нашего государства. Я считаю, что это очень несправедливо. И люди, которые говорят о том, что вот они предатели или что-то в этом роде, они просто не знают этот тяжелый путь, чего он стоит и какой ценой он нам дается. А проблемы государства, которые она на данный момент не может решить, это же вина государства, то, что мы оказались в таком положении. Мы вообще ни при чем. Если государство нас не может в данный момент защитить и сделать так, чтобы мы ехали под своим флагом, я думаю, что в данный момент все претензии должны быть к политикам и государству, а не к спортсменам, которые просто делают свою работу и хотят добиться результата от этого. Я тебя абсолютно поддерживаю в этом вопросе. Спасибо тебе. Мадина, спасибо, что нашла сегодня время увидеться с нами, пообщаться, побеседовать. Я думаю, ты не последний раз в Петербурге. Мы будем следить за твоими успехами, за твоей карьерой. И мы очень рады, что ты у нас в гостях в Петербурге. Здесь очень проживает много достойных гостиниц наших земляков. Я думаю, будет приятно. Мы понимаем, что ты гордость нашей нации, что у тебя еще все впереди, что ты прославляешь нашу республику, нашу нацию по всему миру. И мы от всех гостей Петербурга, от Северо-Осетинской общественной организации «Иузинат», петербургское отделение, сделать такую благодарственную грамоту, позволяю, зачитаю, за прославление Осетии своими спортивными достижениями и пример для молодежи. Я думаю, будет тебе приятно и нам, и тебе. Может, у тебя есть какие-то пожелания для наших земляков, для молодежи, может, какие-то наставления для молодежи, может, для всех гостей всего мира. Можешь, пожалуйста, поделиться. Спасибо большое за грамоту, это для меня очень большая честь. Я очень рада, что вы уделяете время нашей нации, нашему народу, поддерживать нашу культуру. Также я хочу передать всем нашим землякам, нашей молодежи и пожелать им, чтобы вы никогда не забывали, кто мы, откуда мы. Также я хочу пожелать вам, чтобы вы вели здоровый образ жизни, много-много здоровья и счастья вам всем. Спасибо большое. Увидимся еще. Спасибо. Давай общее фото сделаем сейчас резко. Спасибо.